Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. Вклад первого президента Михаила Ефимовича Николаева, первого президента Республики Саха-Якутия, в развитие и становление нашей республики как одного из самых прогрессивных регионов страны ни для кого не является секретом. Все мы относимся к Михаилу Ефимовичу с особым уважением и почтением. И вот уже несколько десятилетий наблюдаем, как воплощаются в жизнь его идеи, которые в свое время казались, некоторые из них, фантастическими, может быть, оптимистам, да, а пессимистам даже утопическими. Например, прямо сейчас в Кузбассе идут международные игры «Дети Азии», причем регионы страны соревнуются за то, чтобы проводить эти игры. Совсем скоро в Штатах будет вручение премии «Оскар», где принимают участие якутские кинематографисты. В общем, наверное, этого нельзя было представить, трудно было представить там несколько десятилетий назад. И сегодня мы обсудим эти и другие идеи Михаила Ефимовича с моим сегодняшним гостем Юрием Ивановичем Семеновым. Это руководитель Николаев-центра. Здрасте. Приветствую вас. Скажите, вот первый вопрос такой, да, чем Николаев-центр отличается от просто библиотеки или просто архива или музея? Это что-то большее, чем просто... Это совершенно иное учреждение, но прежде всего мне, наверное, захотелось бы поблагодарить руководство Республики Саха-Якутия. В 2002 году на базе Актемского лицея была создана библиотека архив первого президента. Тогда вышел указ о статусе первого президента, и с тех пор ведется деятельность. Сегодня это самостоятельная структурная единица при Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия, и оно в большинстве своей деятельности является центром аккумулирования тех ресурсов, общественно значимых, это объединение общественности республики, органов государственной власти для реализации, воплощения нового содержания, тех передовых идей нашего первого всенародного президента в жизнь, и, то есть практически как некий проектный офис. Говоря водными словами. Да, водными словами, сегодняшней риторики. И очень многие, в том числе, параллельно делают определенную параллель, как с агентством стратегических инициатив, который также порождает новые проекты, новые идеи. Но в большинстве случаев необходимо сказать, что мы развиваем, даем новое содержание, объединяем людей, общественность, государство, общество и бизнес вокруг тех идей, которые уже Михаил Ефимович сделал и был, просто передавая новое содержание сегодняшним реалиям времени. Безусловно, в библиотеке есть те книги, которые Михаил Ефимович написал, те статьи, их порядка 187 под авторством нашего первого всенародного президента, те книги, которые дарили Михаилу Ефимовичу. Представьте себе, что в Актемцах Республики Саха-Якутия, Хангаласского улуса, вы можете увидеть автограф Бориса Николаевича Ельцина, те книгу, которую он написал дорогому Михаилу Ефимовичу с искренним уважением Борис Ельцин, его автограф, книги Евтушенко, письма принца Филиппа, принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруги Елизаветы II, который приезжал по приглашению Михаила Ефимовича в Якутск открывать в Тикси большую станцию Лена Норденшельд. Это промбиологическая станция, которая занимается изучением птиц. Якутия является родиной более чем 1000 различных видов птиц, которые приезжают со всех континентов на нашу славную родную землю, чтобы принести потомство этому миру. И Якутия кормит этих первых птенцов, они набираются этих удивительных сил и летят в совершенно разные континенты мира. И подобно этому Николаев-центр сегодня является тем центром, который развивает проекты первого президента, которые, как вы сами отметили, являются не просто передовыми, а фундаментальными в развитии нашей новой республики, которая начала в 90-е годы. Вы, кстати, затронули
международные спортивные игры «Дети Азии». Да, конечно, я они прямо сейчас смотрел- идут, у нас трансляции оттуда идут. Да, и это очень замечательно, что наша компания это транслирует, якутское телевидение. И я смотрел открытие, я смотрел интервью губернатора Кузбасса, господина Цивилева, и он говорил, более 3,5 миллиардов рублей построена спортивная инфраструктура для жителей Кузбасса, для детей Кузбасса, которая навсегда уже останется для них благодаря играм «Дети Азии». Представьте себе, что это благодаря идее Михаила Ефимовича, которую он в честь столетия Олимпийского игр создавал «Дети Азии». Сегодня Михаил Ефимович, его идеи и проект Республики Саха-Якутия дает возможность другим субъектам развиваться. Вообще, если немножко затронуть еще «Дети Азии», то это не просто спортивное движение, это многопрофильное спортивное движение. Например, одни-два вида спорта, они имеют определенные ограничения в том, что их не все могут участвовать, например, в вольной борьбе. Это ограниченное количество людей. А вот спортивные игры «Дети Азии», они практически туда может попасть каждый ребенок. И не только как спортивный вид деятельности, но и волонтерство, и будучи переводчиком, и участником культурной программы. То есть оно всеохватывающее и всеобъемлющее. И, конечно же, «Дети Азии» стали тем импульсом, который помог развитию таких сфер, как сфера обслуживания, гостиничный бизнес, ресторанная культура появилась и развивается. Сегодня в нем работает огромное количество людей. Это Институт иностранных языков. В 90-е годы у нас не было переводчиков. Мы не знали, как проводить такие мероприятия. Культурную программу, как делать. Это развитие сферы культуры, сферы обслуживания, сферы туризма и, конечно же, тех строительных объектов, которые наш регион получил. Так что это огромный... Большие спортивные трансляции. Конечно, и, конечно, научились телевидение. Это все развивается, потому что такое количество участников, более 40 стран, которые принимали участие, их принять, обслужить, показать. Якутия показала всему миру, что она может, она способна, и наш народ совершенно не одинок в этом мире, и о нем знают везде, благодаря таким крупным. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение текстовое в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Ну вот мы начали с игр «Дети Азии». Там якутское кино, да, тоже Сахафильм создавался в те годы. И национальная вещательная Национальная компания. вещательная компания, да, тоже была создана указом Михаила Ефимовича. И вот Михаил Ефимович – это человек, который придумал ЗОЖ. Да. Вообще, да, об этом мало кто в России знает, потому что вроде бы казалось, но действительно и вот эта вот сама аббревиатура, которая казалась такой, мы посмеивались над таким неблагозвучием, нам казалось, да, я вот помню, была какая-то газета даже выпускали, типа «Вестник ЗОЖ», что-то такое. Вот. Сейчас это абсолютно такое вот слово. Норма. Да, слово вошло в обиход, и вот у вас недавно прошло мероприятие, форум здоровья нации, ответственность каждого. Вот расскажите, что там такое было? Это вот про ЗОЖ, да? Да, это, да, как вы правильно отметили, Михаил Ефимович является автором первой доктрины здорового образа жизни в Российской Федерации. И именно с этого момента началось. Во-первых, если вспомнить историю, то необходимо сказать, наверное, во-первых, в 2000 году была принята эта доктрина. Михаил Ефимович тогда подписал, будучи президентом, соглашение с общественностью, с интеллигенцией. Я, как президент, принимаю определенные условия создания тех-то условий. Общественность тоже должна принять педагогическое, профсоюзное, трудовые коллективы и так далее. То есть это вот такая была создана культура, с одной стороны. С другой стороны, я бы хотел отметить, что вот эта идеология здорового образа жизни, первый указ первого президента, когда он вступил только в должность, о развитии здравоохранения, медицины, и в главном углу правительства, вернее, главным приоритетом правительства Михаил Ефимович поставил человека, его здоровье, талант, его развитие человеческого капитала. И вот за 10 лет президентства в 2000 году сформировалась, мне кажется, это уникальная модель, и он сформулировал понятие здорового образа жизни. К сожалению, сегодня многие путают и говорят, это физическая культура, правильное поведение, правильное питание. Нет, это не только это. Здоровый образ жизни – это очень многогранный, многоаспектный
идея, прежде всего, это философия выживания народа в наших условиях, которые не сегодня к нам пришло, а веками строились нашими предками. И Михаил Ефимович смог это сформулировать и донести до каждого жителя нашей республики. Здоровый образ жизни состоит из 5 ключевых компонентов. Первое и самое главное – это духовно-нравственная ценность. Именно духовно имеющий человек духовный стержень никогда не сделает плохих поступков, не пойдет курить, наркомания, заниматься плохими делами, о которых, может быть, сложно мне сейчас сказать, но именно имеющий духовный стержень человек будет вести здоровый образ жизни, в здоровом теле, здоровый дух, не зря об этом говорят. Это то, что сейчас называется экология души. Да, и поэтому здесь наше общество, государство должно большую работу проводить, чтобы вот эта высокая культура, духовные опоры человека были в каждом из нас. Это первый компонент. Второй компонент, безусловно, это сама ответственность человека, который есть. Ведь здоровье каждого человека зависит на 50%, говорит наука, от самого человека, от своего поведения и режима дня, который есть. Это осознание этого. Третье – это, безусловно, профилактическая медицина. Без этого тоже невозможно развивать везде, чтобы доступно было каждому первичное звено жителю нашей республики, вне зависимости, где он проживает. В столице нашей республики, в Абые, в Эвенно-Батантальском, в Нерюнгре, в Мирном. Это третья составляющая. Четвертое – это развитие образования. Именно высокообразованный человек способен определять, что плохое, что вредное, что хорошее и так далее. Поэтому в этом плане система образования идеологически должна строить, чтобы каждый человек стремился получить высшее образование как апогей развития человека. И, конечно же, последний компонент – это экология. Без окружающей среды, без бережного отношения к окружающей среде невозможно воспитать здоровое будущее поколение. И обратите внимание, в каждом из этих секторов Михаил Ефимович провел очень системную, фундаментальную, планомерную работу. Возьмем духовность. Была создана Академия духовности республики. Ведущие художники, поэты, писатели, науки, они стали академиками и получили пожизненные стипендии при Михаиле Ефимовиче. Ты занимайся просвещением народа, работай с народом, пиши, глаголом жги сердца людей, чтоб шли они к здоровью, бережному, понимали, что здоровье человека – это не только его ответственность, но это ответственность перед твоим народом, перед твоим нацией, ибо от тебя родится следующее поколение, и каким оно будет. Второе, в области профилактической медицины. Сколько было создано ФАПов, сколько было построено учреждений здравоохранения в районах. В моем родном Вилюйском улусе прекрасное родильное отделение было построено, в Хангаласском улусе далеко не пойти, и в других улусах. Конечно же, огромный медицинский центр, тогда он назывался Ияхсит по-якутски, Центр охраны материнства и детства. Вот какое отношение. В народе австрийский центр его называли. Австрийский центр, да. Или медицинский центр, который по истинному праву сегодня носит имя Михаила Ефимовича Николаева, который, кстати, народ очень широко, масштабно и глубоко признательно принял это решение нашего Айсена Сергеевича Николаева. В области образования Михаил Ефимович учредил 15 высших учреждений в нашей республике для наших детей. Учредил 47 лицеев и гимназий, совершенно новых учреждений. Тех, кто были, и еще плюс 40, и в каждом перед ним он поставил цель, чтобы дети поступали 100% учебных занятий. В истории республики такой цели и задачи не было. И они справились с этой задачей. И Михаил Ефимович стал их учредителем, Михаил Ефимович стал их попечителем каждого ученика. Я сам выпускник выдающейся в системе образования школы Вилюйской гимназии, которая была также создана в рамках сети. В этом году моя родная школа отмечает 30-летие. Да? С одной стороны, не сравнить с теми школами, которые в центральной нашей России находятся, которым по 200-300 лет, но тоже имеем свою богатую, удивительную культуру. И в области экологии, немаловажно сказать, священные места, не просто заповедники Михаил Ефимович создавал. Сегодня практически 1/3 части территории республики – это заповедные места. Ытык кере сирдер по-якутски, по-русски священные места. То есть сама философия управления
Михаила Ефимовича отличалось тем, что каждому его действию придавался определенный смысл. Не просто заповедник, где рождаются животные и где их не трогают, а священные места, сакральные места. То есть мы должны относиться к этим местам с огромным уважением, почтением, и каждый житель должен охранять это. И в этом, конечно, безусловно, философия народа, которую Михаил Ефимович вот сформулировал. Поэтому... То есть ЗОЖ это не просто отказ от Нет, абсолютно. от вредных привычек да. и физкультура. И здесь самое, мы, к сожалению, может быть, не затронули большое количество сложных вопросов. Надо вообще открыто говорить. Михаил Ефимович в своей политике и вообще любой руководитель очень честный должен быть со своим народом. Тогда ему будут верить. Здесь надо открыто сказать. Сегодня у нас в этом плане есть проблема. Первое. Каждый из министерств и ведомств старается, это не мои полномочия, особенно муниципалитеты, сельское поселение, муниципальные, это полномочия республики, это полномочия Министерства здравоохранения, пусть они занимают. И каждый старается вот этим. Ни в коем случае. Здоровый образ жизни – это консолидирующая, объединяющая нацию, республику идея вокруг человека. Это же будущее. Поэтому здесь никто не должен говорить, что это не мои полномочия, не твои полномочия. Это первостепенная задача, которую наш вот этот форум ставил, объяснить, дойти до каждого. Ты самый близкий к жителю. Поэтому название такое, да? Здоровье нации, ответственность каждого. Чтобы каждый глава поселения, каждый глава улуса и каждый руководитель министерства понял, что он должен вложиться в этот проект, что он должен нести ответственность. Минсельхоз, Минспорт и так далее. Кто там принимал участие и к каким там выводам вы пришли, решения? Принимали участие, прежде всего, это медицинские сотрудники, Министерство физической культуры и спорта, Министерство образования сотрудники, бизнес. Очень нас поддержал, обрадовал такой крупный бизнес, как родом из Немигунских хлебозавод, личный его учредитель Вячеслав Анатольевич Нестеров принимал участие. И, конечно, муниципальный район. Это Мирно-Кангаласский, это Таттинский, это Амгинский, это Нюрбинский, Вилюйский, Верхневилюйский районы, которые принимали, конечно же, Хангаласский улус во главе с главой Олег Валерьевичем принимали участие. И мы прежде всего что выработали? Нужна хорошая аналитика и статистика по состоянию здоровья. Сколько человек у нас страдает ожирением, сколько человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сколько реальная картина наркомании в районах. Эта статистика позволит нам принимать реальные рычаги. А в твоем районе, оказывается, столько людей страдает ожирением, лишним весом, которые приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям и так далее, значительно ухудшает качество образования и так далее. И поэтому вот на это обратить самое большое внимание. И третье, это, конечно же, разработать муниципальные программы, где бы каждый муниципалитет принял определенную ответственность по формированию здорового образа жизни. И самое главное, мне кажется, одним из факторов это, что люди наконец начинают понимать, что здравоохранение, медицина – это не тот орган, который отвечает за здоровый образ жизни. Это последняя инстанция. Когда больной человек уже приходит и говорит: «Вылечите меня». Да? Поэтому это не тот орган, который занимается. Медицина занимается профилактикой и так далее. Конечно, она отвечает за это. Но еще раз говорю, я призываю каждого жителя нашей республики, что здоровье человека – это не только ответственность за себя, это ответственность за свой народ и за будущее поколение. И в этом плане мы должны все объединиться и создать такое общество, которое не терпит неправильного отношения к своему здоровью. Но у нас, в принципе, во всей стране ведь нет такой культуры, направленной на сохранение собственного здоровья. То есть это вот такое, как-то надеемся на авось, пока не заболит, никуда не идем. Да, к сожалению. Вот, например, посмотрим опыт Японии. Я стажировался в университете Хиросаки, и там очень хорошо рассказывали. Во-первых, каждый гражданин обязан проходить диспансеризацию. С возрастом 40-50 лет он дважды раз в год. Обязательно раз в год сдавать онкомаркеры. Не сдает — тебе штраф. Предприятия не отпускают, огромный штраф предприятию. То есть там ответственность и человека за свое здоровье. Второе, ответственность
крупных предприятий, где он работает, будь то школа, детский сад, университет, Toyota и так далее. Каждый руководитель несет материальную ответственность За здоровье за сотрудников. здоровье сотрудника, за то, что они не проходят диспансеризацию, за то, что они не сдают онкомаркеры и так далее. Вы знаете, в японской статистике от гриппа умирают больше, чем от онкологии. Они прям так говорят, от гриппа 90% тяжело больных, от онкологии 89%. И это очень важный аспект. То есть у нас должно что-то вот внутри поменяться, в установках, Мне кажется, здесь, сознании? да, мне кажется, здесь обоюдная сторона. С одной стороны, государство все-таки понимает, что здоровье граждан – это национальное достояние. Здесь все-таки делать определенные жесткие меры в части того, чтобы люди несли определенную ответственность, руководители несли ответственность, и создавать такие условия, чтобы они беспрепятственно могли пройти и диспансеризацию, и все остальное, чтобы 10 дней в очередях не стояли и так далее. Это тоже важный момент. И ответственность возложить в том числе и на самого человека. Ну, если ты куришь и пьешь, а потом ходишь везде, жалуешься, что у тебя то болит, это болит, ну, извини меня, может быть, ты не получишь того-то, сего-то и так далее. Может быть, кто-то здесь и рассердится, вот сидит такой пухленький дяденька, хороший, работающий в бюджетной организации, и против нас несет такую вещь. Но если мы не примем таких решений, то здоровье будет падать. Поэтому в некоторых вопросах надо быть достаточно принципиальным. Это не только во благо сегодняшнего дня, это во благо будущих поколений. У вас в рамках форума состоялась еще стратегическая сессия, работа шла по 3 направлениям, и участники вырабатывали какие-то проекты по сохранению здоровья населения. Вот расскажите о проекте «Победители». Нет, там не то, что победитель. Наша была задача разбудить людям, во-первых, рассказать, какая работа ведется в регионе, какие программы есть, чтобы муниципалитеты могли довести их до каждого жителя своего района. Вторая задача – это все-таки разработать муниципальные программы. И здесь какое министерство в чем может помочь, что сделать, какие новые идеи, какие новые механизмы могут быть по возрождению доктрины здорового образа жизни, которая здесь. Почему этот форум появился? Арсений Сергеевич, он издал указ о десятилетии здоровья в республике. Это очень важный указ. И наша задача была донести до каждого участника стратегической сессии, было 89 представителей 12 районов нашей республики, чтобы они до каждого жителя республики довели эти пункты этого указа, и каждый из нас объединился вокруг идеи Арсения Сергеевича по формированию здоровья каждого жителя нашей республики. И в этом плане мы этот указ тоже очень хорошо рассматривали, думали, что можно дополнить, какой механизм исполнения этого указа может быть. И две ключевые проекта у нас должны родиться. Первое – это вместе с Министерством образования, с управлениями образования и экспериментально с районами, Хангаласскими, Нюрбинскими районами мы это хотим сделать. Это программа по оздоровлению детей, называлась эта секция «Здоровье ребенка начинается в семье». Вот. И второе направление – это муниципальные программы. Здесь у нас есть замечательный республиканский центр охраны общественного здоровья, возглавляет ее замечательный главный врач, большой патриот своего дела Алена Михайловна, вот, и ее большая команда. Я думаю, вместе с ними, они, главные вот, методисты, очень тесно работают с муниципалитетами. И, думаю, муниципальные районы, муниципальные поселения, если на них выйдут, они окажут всяческую методическую поддержку, и мы хотим разработать реально действующие муниципальные программы. Здесь, где была бы очень четко выражена ответственность субъекта федерации, конкретно муниципального района и общественности. Это очень важно. И вот на двух этих ключевых моментах была сосредоточена работа стратегической сессии. Конечно, очень много мы уходили в степь того, что надо физкультура, чисто отказ от алкоголя и так далее. Нет, одними такими простыми способами эта философия выживания народа под понятием здорового образа жизни не делается. Это огромная комплексная работа, и это все объединяющая идея, которую Арсений Сергеевич хочет донести до каждого из нас. Ну вот, кстати, Арсений Сергеевич, глава республики, последний свой подкаст, вот «Национальный день здоровья», как раз посвятил
здоровью, вопросам здравоохранения, и там говорится, что сохранение здоровья якутян, популяризация здорового образа жизни — это приоритеты политики руководства Да, республики. и мы видим это, и мы, может быть, кто-то не видит, но давайте посмотрим. Факт очень упрямая вещь. Во-первых, Арсений Сергеевич очень четко продолжает политику первого президента и предыдущих президентов, руководителей нашей республики, нарастая еще больше. Первое. Арктическая медицина, которую он сделал. Сегодня более чем 10 регионов, Министерство здравоохранения, районов нашей республики посетило первоклассные специалисты, даже находили до самых отдаленных пунктов нашей республики. До сих пор будет эта работа продолжаться, и, надеюсь, они дойдут до каждого улуса, и это будет досистемной работы. Мы в прошлом году открыли в республику прекрасный кардиологический центр, который способен проводить сложнейшие операции на открытом сердце. Это большой проект, это огромное финансирование, это огромные ресурсы, это выбить, это доказать, это отстоять перед федеральным правительством, чтобы эта медицина была. Построить медицинский объект – это не просто коробку, садитесь, вам доска, мел и учитесь. Нет, это огромное оборудование, это огромные рентгеновские аппараты, компьютерная томография. Это кадры нужно подготовить. Это огромные кадры, которые тоже ведется работа. И вы знаете, Арсений Сергеевич и наше Министерство здравоохранения добилось больших успехов в этом плане, что большие квоты выделены республике в части подготовки педиатров, хирургов, терапевтов и так далее. Особенно мы заметили это в прошлом году. Это порядка в 3,8 раза увеличилась подготовка кадров в области медицины. И наш Северо-Восточный федеральный университет значительно, почти, если не ошибаюсь, в 2 раза увеличил контрольные цифры приема. Посмотрите, сколько открывается ФАПов в муниципальных районах. Просто наша республика очень огромна, более 400-600 населенных пунктов, маленьких сел. У нас есть села, где 5 учеников, 18 учителей, в том числе даже в Вилюйске, Верхневилюйске, в Венно-Бутантайском районе. Есть такие школы, и мы каждую эту школу содержим. Хотя федерация иногда говорит, давайте интернат построим, давайте это. Но есть Конституция, где написано каждое. Здесь в этом плане Арсений Сергеевич очень четко стоит и говорит, в каждом селе будет школа. В каждом селе мы постараемся построить ФАПы современные, хорошие, отвечающие современным требованиям и так далее. И в этом плане очень серьезная, планомерная работа ведется. И завтра в медицинском центре имени Михаила Ефимовича будет открытие Центра мозга и нейротехнологий. Это тоже большой этап, где Арсений Сергеевич принимал самое непосредственное содействие в этом плане. Целый наш большой федеральный медико-биологический институт приезжает из Москвы, открывает. Это совсем новые технологии. Не помните, мы 20 лет назад об операции на открытом сердце только в Москве и Новосибирске. Сегодня делают в Якутске, благодаря медицинскому центру. Завтра открывается вот такой центр мозга. И я уверен, что пройдет несколько десятков лет и будут делать колоссальные операции в мозге. Это реабилитация инсультов, прежде всего это кровоизлияние в мозг и так далее, инсультные заболевания. И это все будет делаться у нас в республике. И это все благодаря той сложной, кропотливой работе, о котором нужно говорить каждый день и много, чтобы все это поняли. Это доступно для наших жителей республики. В других субъектах этого нет. Я учился в Хабаровске. Вы знаете, перинатальный центр в Хабаровске открылся в 2011 году. А у нас в 90-х годах он был открыт. При том, что Хабаровск был столицей Дальнего Дальнего Востока. Востока был, там полпредства расположено. Я вам еще больше скажу. Сахалинская область – это один из богатейших, 5 богатейших субъектов из более чем 87 нашей Российской Федерации. Это большой газодобывающий, нефтедобывающий регион, который торгует с половиной мира, обеспечивая их углеводородами. Там перинатальный центр был открыт еще позже, в 2012-2013 годах только заработал. Поэтому здесь необходимо сказать, что та работа, которую Михаил Ефимович на десятки лет предвидел, она продолжается Арсением Сергеевичем, и это очень хорошо, и мы надеемся, что еще
в этом плане будет больше успеха. В рамках форума вы там на месте организовали большой медосмотр для местного населения. Вот там сколько человек пришло и какие там они обследования? Более 247 человек прошли обследование. Это жители села Тяхтюр и Актемцы. Но это была такая большая акция. Это Республиканский центр профилактики и охраны общественного здоровья, который возглавляет Алена Михайловна Никитина. И они так ездят по улусам, прежде всего по арктическим районам. Там прежде всего терапевты, неврологи, кардиологи, УЗИ-специалисты, в целом измерение состояния здоровья, сахар измеряют тут же у тебя на месте, давление артериальное, в динамике его, офтальмологи, очень большое количество узких, более чем 37 врачей посетило в рамках нашего форума. Я думаю, жители села Актемцы и Тяхтюра очень благодарны. Я хочу выразить благодарность всем медикам, которые в этот день с утра работали, чтобы оказать квалифицированную помощь всем тем, кто пришел тогда, и направить на необходимые дополнительные исследования для улучшения их здоровья. Ну, вот такие акции бывают, проводятся там и в Якутске, когда ярмарка здоровья и так далее, но кажется, что там одни и те же люди приходят как будто бы из года в год. Вот. А как увеличить, я не знаю, количество желающих? Потому что в этом ничего плохого нет, что приходят одни и те же люди, пусть приходят, это люди, значит, заботятся о своем здоровье. А что касается, как увеличить, вы знаете, в Российской Федерации есть понятие диспансеризация, она абсолютно бесплатна. Вообще по Трудовому кодексу работодатель должен дать 1-2 бесплатных оплачиваемых дня, чтобы человек прошел диспансеризацию абсолютно бесплатно, начиная с терапевта, сдачи анализов. Но мы сами не ходим. такое причем не во всех странах далеко. Вообще не в одних странах. Вот я на 0,1 ставку работаю в Московском университете, и вы знаете, коллеги работают с Бостонским университетом, Соединенных Штатов Америки, Швеции, Норвегии. Там у них один простой прием терапевту стоит от 500 до 800 долларов. Переведите на наши деньги, это 30, 40, 50 тысяч рублей. Удалить зуб стоит 615 долларов, поэтому, а у нас бесплатно. Да и даже направление на анализ даже платно Конечно. не получить. Конечно. Ой, ну здесь наши телезрители могут сказать, ну у них такая медицина, так все хорошо и так далее. Но она крайне недоступна. Когда была инфекция коронавируса распространялась, вы же помните, как Соединенные Штаты лихорадило, потому что огромное количество населения были просто оторваны от медицины. Они были оторваны тем, что у них не было медицинской страховки, не было денег, и там смертность намного выше, чем у нас, где все-таки профилактическая медицина. Звонишь, к тебе приезжают, этот бедный, спотевший, уставший медсестра, медбрат, и берет у тебя анализы коронавируса, и потом сделали так, что он практически на следующий день или даже вечером говорил тебе анализ. Вот такое хорошее, доброе лицо нашей медицины, которое мы должны ценить, беречь и ни в коем случае, никогда и нигде как-то ее хаять. Ни в коем случае. Тогда и врачей будет больше. Вы знаете, как сложно учиться на врача. Я был директором школы, мы открывали медицинские классы, мы направляли детей очень многих. И очень большое, я езжу в Сеченовку, здесь медицинский, огромное количество детей после первого курса, после первого семестра отчисляются, сами уходят, потому что не могут выдержать такое напряжение. Это химия, это биология, это математика, это латынь, органическая, неорганическая химия сразу дается, и профессора там очень сложно дают. И потом дальше иди работай, общайся с человеком больным, который заболел, к тебе пришел, уставший, больной, ведь у него и вопросов больше, и претензий, и так далее, и настроение у него совсем другое. Каждый день общайся с такими пациентами, это очень сложно. Поэтому врачей мы должны после Бога, наверное, первыми почитать, уважать, и также наравне учителей. Михаил Ефимович, между прочим, в своей политике учителей, врачей держал именно так.
Ну что ж, у нас буквально минута до конца эфира остается. У вас есть возможность обратиться к телезрителям. Может быть, дадите какой-то полезный совет, ну и, может быть, можно уже женщин с наступающим 8 марта Да, поздравить. прежде всего я поздравляю всех прекрасную половину с наступающим прекрасным праздником. Берегите себя, любите себя, во что бы то ни было. И когда вы будете любить себя, у вас все будет получаться в этой жизни. И я, как руководитель Николаев-центра, библиотеки архива первого президента, всех приглашаю посетить. У нас все бесплатно. Вы ознакомитесь с удивительной историей происхождения народа Саха, развития государственности нашей Якутии в составе Российской Федерации и, конечно же, становления новой республики, современной республики и вклада первого президента в формирование нашей республики Саха-Якутии и его выдающихся соратников. Народ историю создает, эпоху личности, с которым вы можете познакомиться в Актемцах, Николаев-центре, Ангаласском Лузе. Ну что ж, спасибо вам большое за интересную беседу. Желаю вам успехов в работе, всем телезрителям удачи и крепкого здоровья. Это была программа «Якутия Лайв». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.